Доброго понедельника, Республика! В этот раз первый день недели уж точно не назовешь трудным, ведь стартовала финальная пятидневка перед началом Нового года. 2023 все ближе, и мы готовы захватить его в самые гостеприимные объятия. Как и вас, любимые наших телезрители. В эфире «Студия 11», а о главных темах этого выпуска я расскажу в анонсе. Веселый роман, о чем повествует третья часть «Тупицы» Михаила Герцмана. Ура, каникулы! Как укрепить семейные отношения во время долгих праздников? Наедаться утром не обязательно. Развенчиваем миф о пользе плотного завтрака. Талантливый человек талантлив во всем. Это смело можно сказать о Михаиле Герцмане, композиторе, заслуженном деятеле искусств России и Республики Коми. Автор симфоний, фортепианных концертов, сонат и музыки к драматическим спектаклям, он рождает на свет еще и литературные произведения. А если быть точнее, веселые романы. В Центре культурных инициатив «Югор» состоялась презентация уже третьей части его юмористической истории под названием «Тупица». Продолжение книги Михаила Герцмана очень ждали книголюбы республики. О чем будет новая часть романа, одной из первых узнала Елена Красильникова. В детстве я был тупым ребенком. Так Михаил Герцман начинал свою первую книгу. В третьей автор веселых романов все-таки добавил: «Я, конечно, тупой, но только с виду». В мои годы кокетничать как-то уже неудобно. Роман «Тупица 3» такой же легкий и ироничный. Его герой не боится показаться смешным и несуразным. После двухтомника новая книга родилась только спустя 15 лет. Почему? Задают вопрос и читатели, и журналисты. Рассказываю какому-нибудь знакомому, хорошему или знакомой, какой-нибудь случай, она начинает хохотать и говорит: вот вставь следующую книгу. А это из книги из моей. То есть, а зачем писать, если в голове ничего не задерживается у людей? Я подумал, не надо. А уже вот с годами я подумал, я напишу для себя. Там все правда, говорит на презентации Михаил Герцман. И если где-то он и привирает, то это, добавляет автор, красоты ради. Впрочем, Михаил Львович настаивает, он не писатель, а просто рассказчик. И в его иерархии жизненных ценностей на первом месте, без сомнения, музыка. Она делается так же, как табуретка. Потому что берется одна деталь, потом другая деталь. Смотришь, подходит, не подходит и так далее. То есть это, в принципе, очень просто, казалось бы. Про музыку и табуретку композитор и педагог Михаил Герцман когда-то писал для детского журнала. В его новой книге есть отдельная глава, которая так и называется «Из бесед с детьми в россыпь». Эту часть даже предлагали издать отдельно. Хотя там сложные достаточно темы, но сейчас хвастаться начну. Я умею все равно рассказывать так, чтобы сложные вещи, понимались детьми. И понимают, потому что я действительно с ними работаю. В предисловии к роману автор подмечает, что он гордец, потому что воспитал немало одаренных композиторов. Еще создатель философии безмятежного пессимизма, патриот Сыктывкара и Санкт-Петербурга и коллекционер афоризмов, который собирает с детства, а порой изрекает и свои. На страничке ВКонтакте Михаил Герцман почти каждый день выкладывает рассуждизмы и размышлизмы. Мама у меня детский врач, и я еще помню, что она училась еще только. Она меня родила, по-моему, в 19 лет, конец войны, и у нее застряли в голове вот эти поговорки. И она иногда говорит: «Гома гомини, люпус эст». О, очень здорово. Люпус, я уже знаю, что это человек человеку волк. Вот. А наш афоризм уже звучит: а в России, в советской, товарищ волк. Совсем другое дело, правда? Счастливчик Михаил Герцман, так он называет себя в книге, убежден, что счастье – это не совокупность обстоятельств, а природная способность, которой он, по счастью, наделен. Этим ощущением жизни он делится со своими читателями. Весело, щедро, остроумно. Впереди каникулы, а в некоторых школах они увеличились за счет карантина, чему безмерно обрадовались школьники, особенно первоклассники. Для них прошли самые сложные адаптационные месяцы. Малыши еще помнят беззаботное садиковское время, а тут наступила новая жизнь с уроками, домашкой, новыми обязательствами и строгой дисциплиной. Как помочь детям восстановиться и настроиться на учебный процесс, нам рассказала Кристина Аверина, психолог и медиатор.
Кристина Николаевна, расскажите, пожалуйста, как же определить, что ребенок действительно находится в таком состоянии, уставшем, может, даже подавленном после первого полугодия учебы? Какие признаки? Прежде всего, это будут изменения поведенческие, это могут быть капризы и прямые протесты. Не хочу идти в школу, не могу, устал. Но чаще это бывает в виде каких-то функциональных отклонений в состоянии здоровья. Ну, например, ребенок лег спать, утром встает, а у него какая-то немотивированная повышенная температура. То есть никаких признаков нет, а температуру он выдает. Или же, например, какие-то приключения со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть утром он встает, и, может быть, даже и ночью что-то начинается, да, какие-то реакции. Ну и сноговорение, то есть когда ребенок начинает ночью что-то говорить, какие-то эмоции проговаривает, проживает то, что с ним было. Это первый признак того, что он очень-очень устал. Как могут помочь родители? Что делать? В первую очередь, наверное, не пугаться, да? А вот какие шаги? Ну, во-первых, нужно действительно принять это и разобраться и с этимологией, да, вот, с происхождением того, что происходит с ребенком вот, в конкретный момент. Если вот все перечисленные признаки в той или иной степени проявляются, нужно понять, это природа какая этих явлений. Если там действительно есть какие-то отклонения в состоянии здоровья, тогда, будьте добры, идите к врачу. Если это чисто психологический момент, то пересмотрите режим дня ребенка, посмотрите, насколько вы последовательны в требованиях к своему ребенку и не перегрузили ли вы его. Должен ведь быть баланс между отдыхом и работой, да, особенно у малышей. Безусловно, конечно. Надо отметить, что есть такие родители, очень увлеченные воспитанием своих детей, это замечательно, но они не совсем адекватно оценивают возможности и способности своего ребенка, его чисто физиологическую готовность к изменениям в жизни, которые неминуемо связаны с поступлением в первый класс школы. То есть все нужно в жизнь вводить постепенно, дозированно. Чем опасно игнорирование такого состояния? Ну, во-первых, это все может перейти в достаточно серьезные какие-то уже отклонения по состоянию здоровья, но более опасный момент это то, что ребенок замкнется. Ребенок не будет чувствовать поддержки, и он не сможет адекватно отреагировать на те вызовы, которые неминуемо возникают в его изменившейся жизни. Это ведь новое общение с одноклассниками, это новые люди в его жизни, ну, прежде всего, это учительница, да, новая женщина в его жизни, которую надо, безусловно, да, принять, даже, может быть, полюбить и воспринять. Это новые какие-то правила, это дисциплина, которая существенно отличается от детского сада. И те вот задания, те какие-то дополнительные занятия, которые родители придумали для своего ребенка, это тоже все нужно пережить. Вот. И здесь очень важный момент, хочу обратить внимание, если, не дай бог, у ребенка возникнет ситуация буллинга, то есть когда он будет изгоем в классе, когда к нему будут применяться такие не очень красивые формы поведения со стороны одноклассников, вы вряд ли об этом узнаете первыми. И вот здесь очень опасно упустить вот этот момент. И что же делать? Разговаривать постоянно с ребенком? Нужно интересоваться не тем, какие оценки он получил, а как прошел его день, что он чувствует, что он пережил, что его тронуло, что его волновало сегодня. Вот это самое главное. И вот впереди у нас Новый год, каникулы, у взрослых в том числе. Что бы вы посоветовали делать совместные какие-то занятия, чтобы сплотиться, объединиться еще сильнее? Ну, безусловно, это очень важно, прежде всего, несмотря на то, что, в общем-то, эти выходные дни, они предполагают такое свободное времяпрепровождение, но нам потом все равно нужно возвращаться, да, в обычный ритм жизни, а детям это будет тоже непросто. Поэтому, прежде всего, придерживаться режима дня для детей. А обязательно должен быть какой-то горизонт предсказуемости для ребенка. То есть планируйте накануне, чем вы займетесь завтра, послезавтра, чем вы будете заниматься, куда вы поедете, что вы будете делать. Потому что для детей очень важна обстановка относительной стабильности. Ну и, конечно, никаких уроков, никаких домашних заданий не надо. Отдыхайте, наслаждайтесь общением, читайте, ходите в театры, кино.
гуляйте. Самое главное, детям нужно вернуть вот эту радость и культуру прогулок, нахождения на свежем воздухе, чего они по большей части сейчас лишены. Поэтому, наверное, надо на это обратить внимание. Да, еще один повод задуматься о занятости. Спасибо большое, Кристина Николаевна. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Да, удачи вам. Благодарю. Завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. Говорят нам родители. Да что там родители, еще до недавнего времени так в один голос заявляли и диетологи. Но некоторое время назад австралийские эксперты по питанию оспорили эту гастрономическую теорию. Они провели простое, но эффективное исследование из 13 этапов. На каждом одни подопытные пропускали завтрак, а другие, наоборот, получали обильное утреннее питание. Затем и те, и другие отправлялись по своим делам с одним заданием – считать количество пищи, съеденное за день. Как оказалось, сытые участники эксперимента в течение дня в среднем съедали на 260 калорий больше, чем те, которые не завтракали. Не было замечено и разницы в отсутствии аппетита. Интересно, что чаще всего именно те, кто пропускал завтрак, быстрее теряли вес. В результате специалисты заключили: утренний прием пищи не играет большой роли в распределении энергии или снижении веса. Каждый человек индивидуален, и если после пробуждения вам лень готовить и не хочется плотно завтракать, значит, организму это попросту не нужно. Тем временем мы подошли к экватору нашей программы. Не переключайтесь, впереди еще много интересных и позитивных историй. Скоро увидимся! И вновь в эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». В предновогодней атмосфере с волшебным настроением мы продолжаем нашу программу. И вот чем порадуем во второй ее части. Из Минска в Сыктывкар, о чем рассказал кинолюбителям Коми известный актер Виктор Васильев. Путешествие продолжается, куда в рамках проекта «Русский север» отправился квадроклуб «Сусанин» после Карелии. К поиску предновогодних поздравлений готовы. С таким девизом наша команда вот уже несколько недель работает вблизи одного известного торгового центра в Сыктывкаре. Там мы принимаем теплые слова и пожелания жителей и гостей столицы Коми с наступающим Новым годом. Поздравлений всегда очень много, и вот очередная порция самых ярких. Всем друзьям, коллегам, родным и близким желаю самого лучшего Нового года 2023. Главное, чтобы все были здоровы, рядом, любимые, уважаемые и всего-всего-всего самого хорошего. Хочу передать привет родным и близким в первую очередь. Начиная с мамы, которая скоро приедет с вахты, заканчивая бабушкой, которая сейчас на пенсии. Не забуду про свою тетю, которая сейчас все работает с маленьким ребенком. И закончить, наверное, поздравлением своим друзьям и всему, наверное, городу все-таки. Дорогие друзья, знакомые и вообще всем жителям города Сыктывкара, я хочу пожелать вам волшебства, сказки, чудес, приятных неожиданностей, замечательных сюрпризов, счастья и, главное, огромной любви. Желаю всем россиянам здоровья, счастья в новом году и всего самого хорошего. Желаю родителям, близким своим и теще, тестю из Микуни. Желаю поздравляю с Новым годом. Желаю всего крепкого. Желаю счастья, здоровья. Главное побольше денег. Поздравляю всех с Новым годом. Желаем всем удачи, здоровья в новом наступающем году, благополучия и всего самого доброго. В рамках Дней белорусского кино в Сыктывкаре прямиком из Минска в столицу Коми приехал актер Виктор Васильев. Председатель Союза кинематографистов и заслуженный деятель искусств Республики Беларусь провел встречу с любителями кино нашей республики. О его ролях, искусстве и отношении к Коми я узнала накануне.
Виктор, мы очень рады видеть вас у нас в Республике Коми. И давайте все-таки поговорим сначала о вас. 35 лет творческого стажа. И кто, как не вы, сможете ответить мне на вопрос. Искусство, требует ли оно жертв? Искусство требует ли жертв? Да, требует. Но в определенном смысле этого слова. В определенных условиях, в определенном месте. Поскольку ты жертвуешь временем. Ты жертвуешь удовольствиями какими-то. Ты жертвуешь знакомству с чем-то новым. Ты остаешься в своей профессии и занимаешься только ей. И всю энергетику свою направляешь только в одно место. Вот это называется жертвование. Вы приехали к нам в рамках Дней белорусского кино в Республике Коми. К ним мы обязательно вернемся, но сейчас хотела бы уточнить. Кино белорусское отличается ли от кино российского? Вот белорусское кино, как его называли раньше «Партизан-фильм», строил свои планы на взращивание доброты и уважения от человека к человеку, от молодого человека к старшему поколению. Вот. Таким образом, белорусское кино все-таки остается добрым кино. Вот как оно было доброе кино, как его называли доброе кино, именно Беларусь фильма, так оно и остается. Вот посмотрите, сколько фильмов создано на этой киностудии. И «Красная шапочка», детское кино «Буратино», «Белые росы», «Иди и смотри». Еще можно назвать очень массу хороших фильмов, в которых душевное состояние человека передается зрителю. Доброта, пожалуй, это то, чего нам сегодня всем не хватает. А вот если говорить именно о ваших ролях, у вас их за плечами немало. Есть ли самое любимое? Ну, конечно, есть. Вы знаете, вот был такой сериал «Возвращение Мухтара». Прекрасный сериал, потому что он снимался для детей, для среднего поколения, которое хочет познать мир через собаку, через ее поступки, через ее сообразительность, любовь к человеку. Ну вот я там играл, мне посчастливилось играть в этом сериале Дубровского. Дубровский – это начальник райотдела. Очень такой добрый, но в то же время очень внимательный, рассудительный начальник. И интересно, он живой. А еще я хочу вам сказать, что вот последние роли мои, 3 последние роли, были для меня очень интересны. Во-первых, это исторические роли, исторические личности. А во-вторых, это было такое испытание для моего организма. Первая роль – это я играл Горбачева. Вторая роль – я играл Хрущева. И третья роль – я играл Якуба Колоса. И вот за этот период, это все исторические личности, очень интересные. И когда ты берешься за такой материал, ты очень долго сидишь в библиотеке. Кроме этого, знакомишься с материалами, которые предоставляют тебе службы безопасности. Слова, о которых они говорили, поступки их именно в это время. Это надо точно знать, чтобы почувствовать природу этого человека. Это очень сложные были, неординарные личности, конечно, но очень сложные. Как и обещали, вернулись к Дням белорусского кино в Республике Коми. Ваш приезд стал таким завершением вот этих вот Дней белорусского кино, что вы показали моим землякам и нашему зрителю. Ну, как вы знаете, мы привезли очень большую программу, художественные фильмы, детские художественные фильмы, анимационное кино, документальное кино, короткометражные фильмы студентов, наших выпускников. Ну и традиционный вопрос для тех, кто в Республике Коми впервые. Как вам наша территория? Вы знаете, я такой счастливый человек, что побывал здесь. Во-первых, хочу сказать, что у вас прекрасный музей. И кроме этого еще существует вот эта архитектура, небольшая архитектура, но она очень теплая. Она, как бы сказать, восприимчива, ты получаешь от нее удовольствие. Она тебя не раздражает. И вот эти, горочки вверх, вниз, леса, река, церковь. Это целое произведение искусства. А ваша национальная еда, это же просто, счастье, что можно попробовать эту пищу. Наверное, вы привыкли, а мы все-таки, приезжие, получаем громадное удовольствие от того, что видим это, ощущаем, мы знакомимся с культурой, с людьми и получаем громадное удовольствие.
Спасибо вам большое за встречу, было очень приятно пообщаться. Надеемся, еще не раз вас увидим и в Республике Коми, и на экранах. С наступающим вас Новым годом! Огромное спасибо. И вас всех с наступающим Новым годом! Квадроклуб «Сусанин» продолжает большое путешествие по русскому северу. Правда, сейчас только лишь в рамках нашего телеэфира. Грандиозный трип по Вологде, Карелии и Мурманску случился еще летом. Недавно мы рассказали, как любители экстремальных поездок отдохнули на Онежском озере. Но сейчас давайте поведаем следующую часть истории. Что удивило квадрокомпанию на Кольском полуострове? Из жаркой Карелии в прохладу мурманской земли. Северо-запад России встретил квадроциклистов дождливой погодой. Настроение путешественникам это ничуть не испортило, ведь впереди их ждала Тереберка – уникальный поселок на берегу Кольского полуострова. Отсюда можно созерцать могучую окраину Северного Ледовитого океана Баренцева моря. Путь до Тереберки неожиданно обернулся непростым испытанием. Впервые экстремалам не поддалось бездорожье. Ямы и рытвины спровоцировали поломку ведущего прицепа. Друзья, и так бывает. Все, хорош, зачем больше поднимать? К сожалению, да, приключения продолжаются. Не всегда хорошие. Игорь там нашел что-то под прицеп. Мы не унываем и все проблемы решаем. После небольшого ремонта продолжить путь группа решила на квадроциклах. Каждый, кто въезжает в Тереберку, в первую очередь останавливает свой взор на кладбище кораблей, одной из главных достопримечательностей приморского поселка. Но больше всего поразил, конечно, водный пейзаж Баренцева моря. Из-за тумана оно как будто не имело границ, где-то на горизонте сливаясь с небом. У нас огромная страна, и я даже раньше не представлял, что для того, чтобы до Мурманской области, она где-то вроде рядом, северо-запад, но чтобы добраться до нее, нужно ехать ровно столько же, сколько до Кавказа. Меня всегда впечатляет дорога и компания. В этот раз, конечно, Кольский полуостров произвел на нас неизгладимое, я думаю, впечатление на всех. Особенность какая этого места на нашей прекрасной планете, да, это наличие сопок или гор, можно сказать, и вода, да. Вода, зажатая возвышенностями, и среди них еще этих объектов идет дорога, и это очень красиво и живописно. То есть ты, в принципе, въезжая в Кольский полуостров, уже рот не закрываешь, получаешь истинное удовольствие от пейзажей, которые тебя окружают. Апогей красоты Заполярья, полуострова Средний и Рыбачий. Сюда квадродесант и отправился дальше по маршруту. Заядлые путешественники говорят, побывать здесь хотя бы раз в жизни обязан каждый. Побродить по бескрайним долинам и черным скалам, увидеть истинную красоту тундры и почувствовать ледяное дыхание Арктики. Таких пейзажей, кажется, не встретишь ни в одной точке мира. Все в тот вечер примерили на себя роль фотоохотника. Еще бы, здесь на каждом шагу что-то потрясающее. Уникальный случай. Мы в Китовом берегу увидели кита. Вот там он далеко. Сейчас на профи-камеры телефоны снимут. Китуля, появись, ныряй глубоко. Мы к маяку подъедем, будет видно. Вот они, фотокорреспонденты. Огромные. Сейчас мы их ловим. Вон они, видите, вдалеке выныривают. Они такие близко к берегу где-то. Сейчас попробуем поймать. Еще одна причина посетить полуостров Средний – возможность увидеть горбатых китов. Настоящее чудо животного мира. Морские животные подплывают здесь настолько близко к берегу, что увидеть их можно невооруженным взглядом. Квадроциклистам повезло. Китов в тот вечер у берега скопилось немало. Разбить лагерь путешественники решили прямо на берегу. Провести ночь в компании удивительных морских животных. О таком можно лишь мечтать. А между тем, путь квадроциклистов на этом не заканчивался. Чем еще покорил квадродесант северо-запад России, мы расскажем уже после новогодних праздников. Не пропустите! Очередные полчаса нашего эфира пролетели с невиданной скоростью. В продолжении дня хочется пожелать вам, пожалуй, главного сейчас – отсутствия суеты. Продолжайте готовиться к праздникам, ну а мы вернемся на ваши экраны уже завтра. Меня зовут Алена Туркина, рада была провести с вами время. Пока, Республика!